Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о наезде на пожилую женщину на улице Копылова. Смотрю, она убегает, уже деваться некуда. Я сюда начал выскакивать. И кто в этом виноват? Покажем последствия крупной аварии на проспекте Победы. Давайте свою вину. Как будто мы виноваты. Вы как будто ехали задом. Это додуматься надо. И крах последней надежды. Вы сколько денег потеряли? 100 с лишним тысяч. Я потеряла 80 тысяч. Как обманывали людей, потерявших надежду на одобрение кредита. Это и не только. Прямо сейчас. 81-летняя пенсионерка оказалась в реанимации нейрохирургии после того, как посчитала, что может перебежать оживленную проезжую часть в том месте, где водители не ожидают появления пешеходов, прямо перед подземным переходом. Водитель «Газели» увидел ее в последний момент, когда женщина появилась прямо перед колесами из-за машины в соседнем ряду. Тагир Валиди увидел, что произошедшее никак не остановило других людей, перебегавших там дорогу. Смотрю, она убегает, уже деваться некуда. Я сюда начал выскакивать. Пожилую бабушку на проезжей части водитель эвакуатора заметил слишком поздно. Он ехал по крайнему левому ряду. Говорит, чуть впереди и справа от него двигалась легковушка. Вдруг она резко остановилась. Не зная причины такого резкого торможения, эвакуаторщик последовал примеру водителя иномарки и тоже нажал на тормоза. И только когда фактически неуправляемая «Газель» с заблокированными колесами по инерции юзом скользила по асфальту, молодой человек увидел пенсионерку. Водитель автомобиля «Газель», следуя по улице Копылова со стороны улицы Побежимого в направлении улицы Социалистической, напротив дома 12 по улице Копылова, совершил наезд на 81-летнюю женщину, которая по предварительным данным в нарушении пункта 4.3 правил дорожного движения переходила проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости подземного пешеходного перехода. После наезда 81-летняя пенсионерка упала и ударилась головой о бордюр. В результате ее с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию нейрохирургического отделения. Ее пример уроком для других не стал. Пожилые люди также продолжали пересекать проезжую часть, хотя рукой подать до входа в метро и безопасного подземного перехода. Водители говорят, что здесь давно пора обнести все высоким забором. Забора здесь не хватает, здесь, потому что постоянные случаи, то, что машины людей сбивают. Но здесь протоптано все. А какие-то случаи помните здесь такие, которые сбивали, тут или что-то такое подобное? Да, частенько бывает. Да, здесь частенько бывает. В полгода, наверное, раз точно будет. И чаще всего пожилые, да? Да. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и снижать скорость перед пешеходными переходами, а пешеходов пересекать проезжую часть только в разрешенных для этого местах. За попытку сэкономить время можно расплатиться здоровьем, а то и собственной жизнью. Тагир Валиди, Айрат Назипов, Наиль Абдулин. Вызов 112. Спустя почти 2 часа 28-летний водитель «Лады Гранта» при выезде из двора дома номер 14 на улице Фучика сбил 44-летнего мужчину. Пешеход был нетрезв, ему потребовалась госпитализация. А на улице Кулгали 65-летний водитель автомобиля Kia Sportage, двигаясь задом во дворе дома, сбил 12-летнюю девочку. Ее госпитализировали. Таким образом, только за минувший вечер в Казани под колеса автомобиля попали 3 человека. Именно увеличение случаев наездов на людей стало причиной повышенного внимания ГИБДД к пешеходам и проведению одноименной операции. Проводится оперативно-профилактическое мероприятие пешеходов. Уважаемые водители, просим соблюдать правила дорожного движения, снижать скорость перед пешеходными переходами, а также пешеходы переходите проезжую часть в установленных местах согласно правилам дорожного движения. Водитель Kia Sportage не справился с управлением и вылетел на трамвайные рельсы на улице Декабристов. ДТП произошло на остановке «Северный вокзал». После удара иномарка опрокинулась на бок, однако очевидцы оперативно помогли водителю поставить машину на колеса. В результате аварии никто не пострадал. И хотя ДТП произошло после полуночи, разбитый автомобиль все же создал помеху движению трамвая. В это время он развозил сотрудников депо по домам. 2 человека пострадали в аварии на проспекте Победы. Водитель «Тойоты» на большой скорости врезался в стоящие на светофоре автомобили. Больше всего досталось «Ладе» 14-й модели. Она, задев еще одну «Ладу», вылетела с дороги. Как рассказали пассажиры 14-й, предполагаемый виновник ДТП хотел избежать ответственности. Как узнала Юлия Гоголева. «Лада Гранта» и ВАЗ 14-й модели стояли в левом ряду. Перед светофором был затор, который водитель «Тойоты», похоже, не заметил. Он на большой скорости врезался в 14-ю, которую откинуло вперед на «Ладу Гранта», а потом и вовсе выбросило с дороги. Пострадали 2 пассажира машины, принявшие на себя основной удар. У меня спина болит, не знаю, вызывать, не вызывать. Вызовите. Гематома. Троих.
У троих все травмы? Да. А скоро не вызывали еще? Почему? Гематома только. Чуть позже участники ДТП все же вызвали медиков, но перед госпитализацией пассажиру 14-й рассказали о причинах аварии и о том, как предполагаемый виновник аварии хотел решить эту проблему. Водитель сказал, что он на телефоне сидел. На телефоне сидел? Он говорит, на телефоне был. А сейчас он деньги нам предлагает, 100 тысяч. Давай, говорит, вашу машину куплю, 100 тысяч отдаю. Вы, говорит, давайте свою, говорит, вину. Как будто мы виноваты. Вы как будто ехали, говорит, задом. Это додуматься надо. Светофор, пробка. Я еду задом и такой скоростью додуматься надо до этого. Он у нас в переднее сиденье назад ушли, мы сзади сидели, зажало, ноги зажало. Автоинспекторы, приехавшие на место ДТП, также пришли к мнению, что виновником аварии является 30-летний водитель иномарки. Юлия Гоголева, Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Необычная авария произошла вечером на улице Адарадского. Столкнулись Kia и Renault. Как отметил водитель последний, его машину занесло на скользкой дороге и развернуло. Правым боком она ударила встречный автомобиль. Мужчина добавил, что всему виной вода, которая не первый день льется из канализационного люка неподалеку. Сегодня в Вахитовском суде Казани стартовало рассмотрение дела в отношении руководителя фирмы «Феникс», обещавшей помощь в получении кредитов. К ним обращались те, кто потерял надежду получить займ самостоятельно, но кому были очень нужны деньги. В надежде на одобрение кредита они были готовы отдать и отдавали даже не за помощь, за ее обещания десятки, а кто-то и сотни тысяч рублей. Кто-то и их брал в долг. Свою работу фирма старалась показать легальной, мол, сами кредиты не даем, только помогаем их получить. И даже в этом случае не обещали ничего, только предлагали разные варианты и исправно брали деньги. Вероника Гайнудинова узнала, как и в чем обманывали клиентов и сколько выманили у потерявших надежду людей. Я потеряла 80 тысяч. До «Феникса», рассказывает Татьяна Широких, она куда только не обращалась. Но во всех банках получала отказ. Уже были кредиты, но деньги были очень нужны. Мне надо было погасить предыдущие кредиты. И частично мне еще нужны были деньги для того, чтобы на лечение моего пасынка. В «Фениксе» ей обещали помочь, но за свои услуги сперва попросили 50 с лишним тысяч, а потом еще почти 30. Говорит, за эти деньги сотрудники фирмы над ее делом трудились целых 3 дня. С 28 по 30 июня минувшего года. Предложили ей кредитного донора, человека, который вместо нее возьмет кредит, если она сама будет его погашать. Потом, правда, сказали, что он отказался. На этом работа была закончена. Все закреплено актом. Акт выполненных работ был подделан. Однозначно. Потому что когда они кучу документов мне выбросили, и все подписывали, а верхушка акт выполненных работ, там вообще не было написано, что это акт выполненных работ. Владимир Горянкин хотел купить машину. Цена больше 1 миллиона. Накоплений не хватало. Банки в займе отказали. Кредит уже был, к тому же возраст. У меня 70 лет, поэтому они там до 60-65 лет. О «Фениксе» узнал в интернете, поверил, схема была та же. Сперва якобы перебирали варианты, потом предложили кредитного донора, который также отказался. Потом попросили еще денег за проработку следующего варианта. На оплату услуг из денег полученного кредита наотрез отказались. Отказался от такого сотрудничества и Владимир. Вы сколько денег потеряли? 100 с лишним тысяч. Таких примеров 67. Столько пострадавших проходит по уголовному делу. Сегодня в суд пришли не все. Следователи установили, что работал «Феникс» с марта по октябрь минувшего года. В общей сложности люди, потерявшие надежду на получение кредита самостоятельно, заплатили фирме больше 5 миллионов рублей. Согласно материалам дела, клиентов сознательно вводили в заблуждение и давали ложные надежды, чтобы получить от них как можно больше. Джабаров создал 2 виртуальных сайта, на которых при введении персональных данных клиента, обратившегося за помощью и одобрением получения кредита, ему одобрялся кредит в различных банковских учреждениях с минимальными процентными ставками. При этом взаимосвязи между ООО «Феникс» и банковскими учреждениями не было, а указанный сайт использовался для введения в заблуждение клиентов относительно того, что им уже одобрен кредит. На скамье подсудимых 25-летний Рустам Джабаров, по версии обвинения, фактически руководитель фирмы «Феникс» и автор схем обмана людей. Образование ваше? Среднеспециальное. Семейное положение? Гражданский брак. Малолетние дети есть? Да. Сколько детей и возраст какой? 1 ребенок, 6 месяцев.
Сегодня ему начали зачитывать обвинительное заключение. Только это, вероятно, займет не один день. Всего уголовное дело насчитывает 22 тома. Вероника Гайнудинова, Наиль Абдуллин, «Вызов 112». Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.